тогда тоже можно начать. Ага. Хорошо. Добрый день, рада видеть вас в Национальной библиотеке. Сегодня у нас в рамках клуба любителей истории и культуры Чувашии очередная лекция, посвященная жизни и творчеству Василия Ивановича Чапаева. Хотя Чапаев наш земляк, но мы о нем знаем совсем мало. И поэтому мы сегодня пригласили на нашу лекцию заслуженного работника культуры Чувашской Республики, старшего научного сотрудника музея имени Василия Ивановича Чапаева, Парфченкову Валентину Ивановну. Валентина Ивановна, пожалуйста, вам слово. Раз я поняла, что это люди, которые безумно любят Чапаева, оторвали свое личное время и пришли сюда для того, чтобы познакомиться с ним. Я думаю, что вы о нем много читали, много знаете. Но сейчас мы с вами поговорим на эту тему. Может быть, у вас возникнут какие-то удивительные вопросы, которых действительно сейчас накапливается очень много. Как посмотришь интернет, так караул, как прочитаешь новую публикацию, волосы дыбом стоят, или еще что-нибудь. Так? Или все нравится? Ну что ж, давайте с вами сегодня побеседуем. Очень приятно, что здесь люди, которые хорошо знают историю. Дело вот в чем. Ну, наверное, так люди пришли к этому мнению. Я всю жизнь занимаюсь Василием Ивановичем Чапаевым, его биографией. Всю жизнь. Если даже для смеха, я вам хочу сказать, гадалки гадают и говорят: ой, Валентина Ивановна, возле вас всегда генерал какой-то. Я говорю: какой генерал? Генералов рядом нет, не плачет. Потом до меня дошло, я говорю: так это же Василий Иванович Чапаев, я же всю жизнь с ним работаю, он всю жизнь меня сопровождает. Так и есть. Этот генерал всю жизнь со мной. Мы даже с ним беседуем, когда необходимо решить какие-то вопросы. И представьте себе, помогает. Но это шутка, в которой всегда говорят, есть доля правды. Исполняется Чапаеву 130 лет. Ну, исполнилось, да. Даты идут сейчас все еще, этот год весь будет подюбилейный, все будут, значит, говорить об этом, об этой дате. Очень много публикаций, очень много всего интересного. Но я хочу сказать, что не всему надо верить. Прожил-то Василий Иванович Чапаев всего-навсего 32 года. До 33 там немножечко не дотянул. Чуть-чуть до возраста Христа не дотянул. Удивительный человек. Я просто сейчас не знаю ваш уровень подготовки, но некоторых я предполагаю, какой уровень, что вы читали об этом удивительном человеке. Вот просто единственное хочу сказать. Это, пожалуй, единственный человек, который имеет звание, ну, такое, народное. Народный полководец, народный герой. Везде, где вы хотите, вы будете встречать это звание. Кому еще, кому вы можете представить слово народный? Артист может, а герой нет. Так вот, Василий Иванович Чапаев — народный герой. Вот его судьба, его жизнь, она привлекает не только нас, она привлекает и людей других национальностей. Тех людей, которые в других странах живут. Ну, если об этом говорит тот факт, когда впервые появились китайцы у нас в гостях, до этого не было их, приехала большая делегация военных, они все одинаковые, в одинаковых формах. И вы знаете, для них Чапаев народный герой. Их народный герой. Ну, извините, сколько китайцев живет на свете? 1,5 миллиарда почти. Все, больше ничего не надо говорить. Приплюсуйте, пожалуйста. Значит, во Вьетнаме он народный герой, на Кубе народный герой. Ну и, естественно, Россия, пусть не все, но тоже несколько так десятков миллионов добавится. Вот чем взял этот человек? Сейчас будем говорить о фильме, да? Фильм, мол, сыграл большую роль. Вот вы знаете, один великий тоже, когда-то герой гражданской войны, сейчас никто и не вспоминает о нем. Он говорил так: что Чапаев? Ну что такое Чапаев? Он всего-навсего командир дивизии. Ну всего-навсего. А я командир армии, командующий. Вот если бы обо мне книгу написали, вот если бы обо мне поставили фильм, обо мне бы только и говорили. Это кто говорил, извините? Не буду говорить. Нет. Сделали фильм.
Один из выдающихся писателей написал о нем книгу. Он даже снялся в фильме о себе, чуть-чуть там немножечко, не главного героя. Никто не знает. Никто не знает об этом человеке, знаю я. Но, понимаете, дело вот в чем. Здесь что-то другое. Вот эта притягательность человеческая, что-то другое. Он лег на душу нашего народа, независимо от национальности. Вот, понимаете, все его поступки, все его, значит, скажем, внутреннее состояние, внутреннее содержание, все легло на нашу душу. И в первое время люди сравнивали себя с Чапаевым. Мы в детстве играли в Чапаева. Я девчонкой была, я играла в Чапаева. Никогда в жизни не думала, что я на всю жизнь буду связана с этим человеком. Ну и мы играли в Чапаева. Я была Чапаева, девочка. Вы представляете, мальчишки играли в Чапаева. Мы все играли в Чапаева. По улицам носились куртки, тут что-то завяжешь себе, застегнешь, и бурки у нас были. И мы радовались этому. Мы смотрели этот фильм 100 раз. 100 раз. Уже знали наизусть. Ну, мы-то, ладно, мы работники так, музея Чапаева, поэтому спину видим, нужно его. И так вдоль и поперек, и современные фильмы документальные все на свете, что только есть. Но в нем что-то такое необычное. Конечно, привнес в это необычное и Бабочкин. Конечно, потому что сам облик для нас сначала был недоступен, чапаевский. И Бабочкин сумел, благодаря своим гримерам, создать вот этот удивительный образ самого Чапаева. Мы его видим, усы знаменитые, красивые усы, красивые, подкрученные, необычные, хорошо ухоженные. Дальше мы его видим обязательно в папахе, заломленной назад. Мы его видим в бурке, но если не в бурке, то в гимнастерке. Но мы еще с вами, может быть, многие, кто интересовался, ни разу в жизни не читал дневники Фурманова, если начинает верить всевозможным другим печатным изданиям по поводу отношений Чапаева и Фурманова. Просто возьмите в библиотеке и почитайте эти дневники. Фурманов пишет очень хорошо, очень заразительно и раскрывает его подлинное отношение к этому человеку. Следовательно, он не мог написать что-то не так. Это дневник, и вы в любом случае там не врете. По крайней мере, из того, что там написано, вы увидите правду настоящую. Вот удивительно. Я, когда, значит, читала лекции по дневникам, не просто читала, а дневники Фурманова, то люди говорили, надо же, а мы, говорит, совсем по-другому все представляли. Вот в кино не так, книги не так, самого Фурманова книги. А представьте себе, в дневниках он совсем другой. Он человек, человечище. Казалось, обычный крестьянский сын, обычной семьи, в какой-то глубинке, в которой гражданской войны-то не было. Какая гражданская война? В душах была здесь у нас. А дальше-то не было. 2 боя. Крепков погиб. И 16 красноармейцев на тюрьме. Все. Но представьте себе, здесь, в этой глубинке, казалось, родился какой-то молодой человек, который образования-то нет. Спорный это вопрос насчет образования. Но мы склонны, как музейные работники, доверять документам. А в анкетном листе, заполненном при поступлении в Академию Генштаба и его личном деле, в пункте об образовании написано «Самоучка». Хотите, ищите учителей, хотите, ищите тех одноклассников, которые с ним вместе учились, но сам Чапаев своей рукой пишет «Самоучка». Да, может быть, он бегал. 2 класса не было? Нет. А школа же, люди говорят, школа. Самоучка. Школа у нас была.
Но потом Нестеров Валериан Алексеевич доказал, что школа была, во-первых, в которой якобы учился Чапаев, напротив, не на том месте, где она стояла возле кинотеатра Родина, если кто помнит, да, местечко это, а совсем на другой стороне. Эта школа была построена намного позже. Вот. Она стояла на том месте, где когда-то была фотография, где ворота въездные. Да, вот это было там, да, якобы. И то она сгорела, и Чапаев там не успел поучиться. Ну, как у нас бывает иногда. Надо проверить, жареный факт, надо проверить, а школа-то тут была, и учитель был, а учитель учил, уже старенький был, учил много людей. Ему сказали, вот мальчишка вот такой вот там то-то, то-то. Он вспомнил. Так ведь? Вот. Здание мы, конечно, храним. Кто знает? На всякий случай. Но школа была на другом месте. Бегал? Да, некоторые говорят, бегал. Одну зиму. Кто успел схватить лапти, тот и побежал из 9 человек детей. А кто не успел, сидел дома, в холодах. То есть учиться-то было нет. Это было здесь. Уехал, точная дата, где-то 95-й, 96-й год. 97-й нет. Уже, хотя ставили раньше, что в 97-м году он уехал, 1897, нет, 96-й, 95-й, где-то вот в этом месте, время он уехал отсюда всей семьей. Ну, здесь связано еще это с тем, что здесь столько много вопросов. Вот мы знаем, что Чапаев уехал, мы знаем, что дом, мы знаем, отец плотник, прекрасное здание было построено, что на наше счастье великое оно сохранено. Конечно, не полностью. Люди приходят, сохранили, не может быть вот и все там у них. Конечно, не полностью. Конечно, отреставрированы. Конечно, некоторые бревна гнилые убраны. Не будем же мы их оставлять, чтобы они дальше развивались. Конечно, но есть такой закон в реставрации. Если 2/3 сохранилось, то считается подлинным. Дом сохранился. Там сразу видно, где старые бревнышки, где бревнышки отреставрированные. То есть после сделаны. Отец был плотник, знал свойства сосны, которую нужно сохранить, чтобы она долго стояла. Это каменная сосна образуется, которую вы столетиями не сможете сгноить. Там несколько бревен подобного типа. В этом доме, в котором была семья Чапаевых. Домик перевозился. Не был он здесь, никто из нас уже не помнит, где он стоял в деревне Бугаева. Приходят люди, ой, я там жил, я там видел, я там все. Неправда. По той причине, что он в 909 году был оттуда вывезен. В соседнюю деревню Кнутиха. Потом из Кнутихи был перевезен в другую, потом Самуково, потом Тахмеево. А с Тахмеева мы уже его забрали сюда и поставили в сквере Чапаева, рядышком в мемориальном комплексе. Вот вам дом, история судьба дома. То есть читать. Ну, конечно, мы же пишем, мы же тоже сообщаем то, что надо. Так что дом этот существует настоящий. Правда, сейчас опять его надо реставрировать, но прошло тоже приличное. В 86-м поставили, считайте, 31 год уже дом стоит. И этот уже реставрированный, значит, надо снова его, следить надо за ним, иначе мы не сохраним. И вдруг звонят из Мордовии. А Чапаев наш. Я говорю, вы знаете, у лейтенанта Шмидта было очень много детей. Так у Чапаева очень много, значит, национальностей и очень много мест рождения. Дело в том, что Иван Семенович Кутяков, боевой соратник Чапаева, может быть, кто-то читал, интересовался, это удивительный человек, владеющий 5 орденами Красного Знамени, награжденный, боевых. У нас был больше только у Буденного, но вместе с наградными, знаете, это юбилейными вместе. А у него 5 боевых орденов Красного Знамени, вообще потрясающая личность. Вот. Он мордвин. Когда разговаривали, он тогда помоложе был, лишний этот душ-то, видимо, не открывали, но этот волжанин тут вроде где-то тоже с Верховьев вместе рядышком где-то живут. И он сообщил о том, что писал в первых своих книгах, что Чапаев мордвин. Так, до сих пор министры тоже думают, хотят вернуть Чапаева к себе.
Но, к сожалению, к ихнему сожалению, к нашему счастью, это не так. Потому что у нас есть подлинные документы, вы все прекрасно это знаете. У нас есть метрическая запись о рождении Чапаева. Спасибо Валерьяну Алексеевичу Нестерову, который много лет занимался тоже родословной семьи Чапаевых. Так вот, этот удивительный человек нашел документы, подтверждающие, что они владели здесь землей, что когда уезжали отсюда, оставили эту землю старшему брату Алексею Степановичу, Иван Степанович, отец Чапаева, что эта земля, пока числилась здесь, за ними следили Чебоксарское волостное управление, за всей семьей, хотя те жили в Балаково. Так было принято. Лучше паспорта была земля. Если вы на этой земле живете, вы за ней числитесь. Даже если вы уехали, за вами будут следить до тех пор Чебоксарское волостное управление, до тех пор, пока эта земля будет числиться. Продали, все, вас оставили, начинает следить уже за тем человеком, у кого этот кусочек земли. Ну, так принято раньше было, по земле считали. Вот эти документы у нас все есть. Даже балаковцы, которые все время настаивали на том, что Чапаев там родился, недавно, но большой период жизни там прошел, удивительный период, начиная от детства и, значит, до большого периода, до 20 с лишним лет. Так вот, я хочу сказать, и Балакова связаны они были. Так вот, как бы там ни было, у нас доказано, что Чапаев отсюда родом. Ну, вопросы, конечно, сомнения до сих пор у многих людей, которые, может быть, поверхностно так схватили, какой-то документ прочитали и не исследовали, может быть, где-то еще возникли неожиданно как-то. Но я хочу сказать, что это доказано. Я специально пришла показать эту книжечку, если вам интересно, откуда родом семья Чапаевых. Это Столиховская, может быть, здесь в библиотеке даже она есть, и давно очень издавалась эта книжечка, журналы, называется «Дружба». Кто-то, может быть, слышал такие журналы, у нас издавались когда-то, вот такого типа. Вы знаете такое, да? Вот здесь родословная. Это Нестеров как раз просматривает всю эту родословную от и до, начиная всех жителей Буданьки, начиная с 16 века. 1551 год, крепость Чебоксар, вернее, присоединение, дальше 55-й крепость Чебоксар. Здесь, значит, стрельцы населены. Чтобы их удержать на этой территории, что делается? Как удержать нужно? Дать землю вокруг. У людей, наверное, часто вот у любителей истории возникает такое, это, почему здесь вокруг Чебоксар сплошь русские деревни, да? Тихо, Гремячево, Кошкино, Лакреиха и так далее, и так далее. Это как раз надельные земли вот этих стрельцов, чтобы их здесь удержать, чтобы они не сбежали отсюда, с крепости. Им давали здесь отрезные земли. А они вывозили своих крестьян на эти земли. Поэтому здесь много нижегородских. Нижний Новгород и территория вся эта была заселена густо. И отсюда, значит, если я там живу, я беру крестьян своих и вывожу на это место, и они здесь закрепляются. Вот так формировалась территория вокруг крепости Чебоксар. Поэтому о национальности здесь очень сложно решать вопросы, но в основном основная часть была великороссы, русские. Вот эта территория. Но потом, конечно, появились новые деревни, и уже появились, чуваши стали выходить из-за лесов, значит, более, ну, чтобы по ним наступать и так далее, и так далее. Они, значит, начинают заселять тоже эту территорию, между собой перекрещиваются. Поэтому в семье Чапаевых вот прямое родства Чапаева, скажем, с чувашами нет. Но дед его второй раз женился на чувашке. Значит, получается, не родная бабушка чувашка, но самое интересное другое. Кто-нибудь видел фотографию Андрея, сына старшего
значит, получается, от второй жены, деда Чапаева. Так вот, вы кто-нибудь видел эту фотографию? Ну, приходите к нам в музей, посмотрите. Это точная копия Василия Ивановича Чапаева. Это его дядя, получается, Андрей. Точная копия по портрету Василия Ивановича Чапаева. И история его судьбы интересная. Он великолепно пел. Уехали они отсюда. Когда случилась такая ситуация, часть уехала.